Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Приветствую. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости сегодняшнего дня. И, конечно же, это Нагорный Карабах. В ночь на 10 ноября стало известно, что Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве российского президента Владимира Путина дистанционно подписали соглашение о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Вот предлагаю послушать квінтесенцію этого соглашения. Повне припинення вогню та всіх воєнних дій з 00 годин 10 листопада 2020 року за московським часом. Війська Азербайджану та Вірменії зупиняються на зайнятих позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі та вздовж коридору, який з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією, Росія розгортає свій контингент, названий миротворчим. Свій контингент у регіоні розгорне також Туреччина. Контроль за транспортним сполученням у спірному регіоні здійснюватимуть, зокрема, і органи прикордонної служби Російської Федерації. Президент Ильхам Алиев в ходе победного обращения к нации рассмеялся в голос. Я предлагаю послушать его обращение без комментариев. Я думаю, что даже те, кто не понимают азербайджанский язык, поймут, в чем суть. Bir kelime de yoktu. Paşinyan, ne oldu be? Bu ne oldu Paşinyan diyesen birçok iller erzinde dillerde kalacaksın. Ne oldu Paşinyan? Yol çekirdin Cebrail'a. Reks elirdin. Ne oldu be status? Cehenneme gitti status. Göre gitti status. Görme gör oldu status. Yoktu status. Ve olmayacak. Ne kadar ki ben prezidentim olmayacak. Но все же для тех, кто не понимает язык, я хочу перевести, что именно сказал Ильхам Алиев. Он сказал, что случилось, Пашинян, ты дорогу в Джибраиль проводил, танцевал, что случилось со статусом Карабаха, к черту отправился твой статус, к чертовой матери отправился твой статус, заявил Ильхам Алиев. Также он добавил, что нет статуса больше и не будет, и пока я президент, такого больше не произойдет. Сам же премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране были проблемы с мобилизацией резерва для продолжения войны в Карабахе. Об этом он сообщил во время онлайн-конференции в Facebook. По словам главы правительства, он решил подписать соглашение о перемирии в зоне конфликта после того, как на этом настояла армия. Давайте послушаем фрагмент из его заявления, которое он опубликовал на своей странице Facebook ночью на 10 ноября. Дорогі співвітчизники, сестри і брати, я ухвалив важке, надзвичайно важке рішення для себе і для всіх нас. Я підписав заяву з президентами Росії і Азербайджану про припинення Карабаської війни. Текст вже опублікованої заяви невимовно болючий для мене особисто і для нашого народу. Я ухвалив це рішення у результаті глибокого аналізу військової ситуації і оцінки людей, які найкраще її знають, та виходячи з переконання, що це найкраще можливе рішення в ситуації, що склалося. К нашему эфиру сейчас подключается Резван Гусейнов, директор Центра истории Кавказа. Он с нами сейчас на прямой связи. Резван бей, селям алейкум. Алейкум салам, рад вас всех видеть. Взаимно. Резван бей, мен біріншіден өзім тілінде сіздерні ғалебенен хайырламаға істейм. К сожалению, звук слабый. Я извиняюсь, если можно повторить, звук пусть прибавит вам. Алло, а сейчас слышите, Резван бей? Да, все нормально. Мен ең баштан дейім қырым татар тілінде өзіміздің түркей тілінде сіздерні ғалебенен хайырламаға істейм. Çok sağ olun. Size kısmet olsun galiba inşallah. Кысмет olsun, иншалла. Ну что ж, вы довольны этим соглашением, которое заключили президенты Азербайджана, Российской Федерации и с премьер-министром Армении Николом Пашинян? Да, я уже заметил, что много различных кривотолков именно по теме того, что вводится контингент миротворцев из России. Но дело в том, что еще не все решено. То есть, если мы говорим о миротворцах, это не значит, что
они будут выполнять какие-то функции, которые будут во вред интересам Азербайджана. Это раз. То есть контролировать ситуацию будет азербайджанская армия. Она будет определять, по какому маршруту, с каким оружием, кто будет ходить. Это раз. Во-вторых, в рамках всех этих 15 дней остатки армянской армии выйдут из оставшихся 3 районов. Фактически эти районы для нас не проблема. То есть это Кельбаджар, Лачин и Агдам. Но это добрая воля нашей стороны. Из этих 3 районов, если, конечно, выведет армянская сторона по графику в течение 15 дней остатки своих войск, тогда включаются остальные механизмы. Если нет, то тогда, естественно, ничто не сможет остановить азербайджанскую армию, и мы доведем до конца то, что считаем нужным. То есть я не вижу проблем, а то, что касается, связано с моментом миротворцев, имейте в виду, что мы добились и того, что получим коридор через Армению. Значит, это из Нахчевань, и это прямая связь тут. Мгм. А почему, собственно, речь идет только о русских миротворцах? К сожалению, это немного неверная информация. В ближайший день-два будет четко озвучено, в каком формате турецкая сторона представлена, скажем так, в этих миротворческих. Я почему спрашиваю? Сегодня просто появилось заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина Владимира, который сказал и опроверг собственную информацию о размещении турецких военных на территории Нагорного Карабаха. Как вы думаете, почему? Он ссылался на то, что о турецких миротворцах на территории Карабаха в соглашении не было вообще указано. Вот давайте для начала послушаем цитату Дмитрия Пескова и далее продолжим. Про це немає ні слова в тексті заяви, яка була опублікована. Про це не домовлялися сторони. Перебування турецьких солдатів в Карабасі не було погоджене. Как воспринимать это заявление? Ну, тут, скажем так, как отметил Мигринский коридор. Возможно, именно основная часть турецких миротворцев будет контролировать ситуацию в Мигринском коридоре. Но я не думаю, что это в интересах России. Поэтому в ближайшее время, наверное, будет обговорен формат или совместного патрулирования, или отдельного патрулирования вот этих коридоров. Это раз. Во-вторых, еще непонятно вообще, что будет и будут ли эти коридоры. Подождем того, что произойдет в Армении. Вот я попрошу наших режиссеров сейчас вывести на экраны карты, которые представители инстаграм-проекта «Азербайджан Мапс» немедленно поделились после подписания соглашения об урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта, и вместе с вами обсудить эту карту. Вот выведите, пожалуйста, карту на экраны. Вот видите, Резванбей, да? Вам видно? Да. Вот, и значит, на этой карте можно понять, какие районы перейдут под контроль Азербайджана и в каких из этих районов будут размещены российские миротворцы. Это российские миротворцы, как отмечено зеленым, будут располагаться именно в этих районах. Красные районы, отмеченные красным, это будут, я так понимаю, Армения будет передавать под контроль Азербайджана эти районы. Правильно ли понимаю, что это 3 района, это из тех 7, о которых шла речь ранее? Совершенно верно. Вот то, что заштриховано красным, с правой стороны анклавный, это Агдамский район, с левой стороны, который граничит с Арменией, это Лачинский и Кельбаджарский районы. Но то, что засвечено зеленым цветом, как якобы территория, да, которая будет патрулироваться, и это еще никто не обговаривал. Есть разговор о коридоре шириной 5 километров от Ханкенди через Лачин в Армению. О том, чтобы вот эта вся заштрихованная область была зоной действия миротворцев, ничего об этом не сказано еще. Ну вот в соглашении написано, что армяне могут оставаться жить на этих территориях, которые отмечены зеленым, где будут располагаться, собственно, миротворцы России, и там за их безопасность будет отвечать организация со стороны Организации Объединенных Наций. Но мы же понимаем, что все главенствующие высоты, ущелья находятся под контролем Азербайджана. По идее, Азербайджанская республика освободила полностью свои территории. Вот вы реально верите в то, что армяне и азербайджанцы смогут жить на этой территории дружно, как это было когда-то при Советском Союзе? Вот это вообще возможно? Вы верите в это? Мы хотим верить в это, но на данном этапе пока, конечно же, сложно говорить. Но у нас огромный опыт. В Азербайджане живут сотни различных народов и народностей.
и живет около 30 тысяч армян. Что касается карабахских армян, то уже большое количество тех, кто в свое время покинул Карабах, то есть не согласился с режимом так называемого Нагорного Карабаха, они сейчас готовы вернуться в свои дома, то есть они почти 25-30 лет покинули Карабах. Это те люди, которые готовы жить в составе Азербайджана, быть гражданами Азербайджана. Это же самое касается тех жителей, которые хотят сейчас вернуться. То есть те, кто сейчас стали временно беженцами и вынужденными переселенцами. Те, кто готовы жить в рамках законов и Конституции Азербайджана, конечно, они могут в будущем быть интегрированы в наше пространство. Мгм. Как вы считаете, что вот явилось триггером того, что соглашение подписали вдруг ночью на 10 ноября? Вот почему такой быстрый ввод миротворцев? Потом на эту территорию уже сегодня утром выехали с Ульяновска, вылетели миротворцы Российской Федерации. Почему так это быстро все происходит? Что являлось триггером? Ну, экспертные мнения разные, я буду стараться. То есть то, чего мы точно не знаем, как говорится, лучше не говорить. Но приблизительно понятно, что это связано в том числе с тем инцидентом, который имел место ночью, когда по ошибке был недалеко от границы Нахчевана сбит российский вертолет, хотя экипаж весь был армяне, этот вертолет со 102-й российской базы. Вот. Ну, как вы заметили, это ни в коем образом не отобразилось на российско-азербайджанских отношениях. Но я не исключаю, что да, есть какая-то взаимосвязанность между этим событием и тем, что все-таки было принято решение именно в ту же ночь подписать. Я не считаю, что это конечный документ. Это какой-то, скорее всего, рамочный документ, который может действовать, а может и нет. Ну, мы же с вами понимаем, что за один день такое решение принято быть не могло, и что это обсуждал Ильхам Алиев, обсуждал Пашинян, что этот вопрос был все же на повестке дня, потому что буквально через считанные часы уже с Ульяновска вылетели самолеты. То есть все службы и все структуры были готовы к этому. Когда был этот акцепт? Когда об этом договорились? Когда был вот этот переломный момент? В принципе, это есть заложено в мадридских документах, которые вот при посредничестве Минской группы ОБСЕ обсуждаются. Да? Вот миротворцев после деоккупации территории. Деоккупация произошла. И, естественно, в течение уже всего месяца шли какие-то рамочные обсуждения о том, что, вы помните, 3 перемирия было. И каждое из этих перемирий в том числе имело цель подготовить, по всей видимости, ввод миротворцев. Но каждый раз это перемирие срывалось со стороны Армении. Я не удивлюсь, если в этот раз тоже оно будет сорвано. То есть возможно, что Пашинян уйдет, придет военная хунта, много чего может быть. Возможно, они сейчас хотят получить время для того, чтобы подготовиться к новому броску, хотя я не вижу в этом никакого пользы для Армении. Но в любом случае расклад событий и так, и эдак на пользу Азербайджана. Ну вот относительно Армении еще хотела пару вопросов вам задать. Вот сегодня мы видим, что вот после подписания акта капитуляции идут протесты в самой Армении. Вот может ли это действительно привести к сносу правящей партии, возможно, к отставке Никола Пашиняна? Вот как будет в данном случае действовать Российская Федерация? Возможно, она будет защищать Пашиняна, как она, собственно, делает в Беларуси по отношению к Александру Лукашенко? Я думаю, тут проблема в том, что сейчас свергать Пашиняна и брать ответственность за его ошибки никто не хочет. Согласитесь, что все, что произошло при Пашиняне, это ляжет грузом на того, кто придет за место него. Поэтому, по всей видимости, все-таки как переходная фигура он пока что будет нужен. С другой стороны, вот если говорить о неких договоренностях, которые могли быть, вот с самого начала военный потенциал Азербайджана был нам неизвестен. Сначала военные эксперты пророчили остановку через неделю. Говорили, что перед горами азербайджанская армия остановится. Говорили, что перед Гадрутом, а то и вовсе из-за плохой погоды. Но этого не случилось, и Азербайджан реально занял стратегически важные места, в том числе и Шушу. Что остановило Баку? Я даже больше скажу. Взятие Шуши это еще будет изучаться. Это военный феномен. Это будет отдельно изучаться в военных школах. Потому что
Шуша была практически взята чуть ли не голыми руками, холодным оружием и простым огнестрельным стрелковым оружием. Вы, наверное, знаете, что большинство раненых с армянской стороны, они получили холодные ножевые ранения. То есть ребята лезли на гору, азербайджанский спецназ, под дождем. И в рукопашном бою против пулеметных расчетов, поднимаясь в гору, они их перебили и взяли город. И 2-3 дня удерживал отряд спецназа, пока не подошли основные силы азербайджанских вооруженных сил. Поэтому это говорит о том, какой потенциал у армии. То есть Шуша взята не армией, а отрядом спецназа. Мгм. Что нас остановило? Да, что остановило Дело в том, Баку? Вот с таким В потенциалом. Ханкенде и в других местностях скопилось большое количество армянского населения. И мы прекрасно понимали, я, по-моему, даже в вашем эфире говорил, что, к сожалению, армянская сторона готовит некое, в кавычках, повторение геноцида. Туда подъехали телеканалы европейские и разные, которые хотели снять то, как фактически армянская сторона подставляет своего гражданское население, и оно попадает под бомбежки и прямой бой. Вы понимаете, что это тянуло бы на очень серьезные проблемы для Азербайджана. И морально мы не готовы, в отличие от армянской стороны, бомбить и уничтожать мирных. Я считаю, что это стало одной из причин гуманного плана, по которым Азербайджан решил пока что не штурмовать эти населенные. Резюмируя, вот буквально минутка, резюмируя эту тему, можно ли нам, нашим зрителям, сегодня сказать, что война за Нагорный Карабах закончилась победой для Азербайджана и поражением для Армении? Я думаю, это несомненно всем ясно. Мы переломили хребет той самой военной машине, которая хвалилась в течение 25 лет, что она непобедима. Это приведет к катастрофической ситуации в самой Армении. Им уже будет уж точно ближайшие не до Карабаха. Весь боевой опыт и военный потенциал Армении положен на полях карабахских сражений. И ключевые города стратегической высоты у нас. Контролируем Лачинский коридор, контролируем Кельбаджарскую дорогу. И по линии границы практически завершаются эти работы. Анклавно внутри остались определенное армянское население. Дай бог им здоровья, пусть живут. Понятие регулярной армии не существует с армянской стороны. Есть какие-то разрозненные отряды, которые пока что, возможно, прячутся в горах, но вы сами понимаете, не могут представлять каких-то серьезных проблем для Азербайджана. Çok sağ olunuz Rizvan Bey. Çok sağ olsun, uğurlarınız kutlu olsun, bol olsun. Джумлемске çok sağ olun. Ризван Гусейнов, директор Центра истории Кавказа, был с нами на прямой связи из Азербайджана. Я хочу подключить к нашей дискуссии Василя Богдана, експерта з національної безпеки. Пане Василю, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Глядя сегодня на Нагорный Карабах, на тот акт капитуляции, который подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян, глядя на победу, которую одержала Азербайджанская республика в направлении деоккупации своих территорий, какой вывод для себя, как Украина, у которой тоже есть оккупированные территории, Крым и Донбасс, мы можем сделать? По-перше, треба мати на увазі, що історичні ретроспективи Кавказький регіон завжди був складним. Там були проблеми міжетнічні, міжконфесійні, інколи навіть міжцивілізаційні. Тому говорити про те, що ситуація загалом і в цілому, і остаточно там врегулювалась в Азербайджанових стосунках, я думаю, зарано. Але очевидно, що на даний момент Азербайджан отримав перемогу і повертає свої історичні території і відновлює свій суверенітет і територіальну цілісність. Що стосується, як ви кажете, уроків для української сторони в цьому контексті, то я б наголосив перш за все на чому. Безумовно, що різні регіони, різні країни, різна історія і різні опоненти. Ми прекрасно усвідомлюємо і розуміємо, що таке ядерна країна, монстр Російська Федерація, який в неї потужний військово-промисловий потенціал, демографічний потенціал і все таке інше. І безумовно, що Україна зараз лише на шляху до відновлення свого оборонно-промислового комплексу, до, я б так сказав, відновлення, по крайній мірі, видимого
єдності і консолідації українського суспільства, не дивлячись ні на які проблеми, про які ми з вами знаємо. Тому однозначно і прямолінійно говорити про те, що Україна може наслідувати приклад війни останньої на Південному Кавказі між Азербайджаном і Вірменією ми не можемо. Но вот с другой стороны, пане Василию, но ведь с другой стороны, извините, я вас перебила, но ведь с другой стороны, у них тоже были Минские соглашения, Минская группа ОБСЕ, которая работала на протяжении 30 лет, и вот недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что она была недееспособной, бессмысленной. Но у нас тоже есть Минские соглашения, которые мы еще заключили в 2014 году, и уже на протяжении 5-6 лет мы говорим о том, что они находятся в некой стагнации, Российская Федерация постоянно блокирует этот процесс. Вот опыт Нагорного Карабаха не показывает ли нам, что переговоры, возможно, хорошо, но неэффективны? Я вам так кажу, для оцінки ситуації, яка там зараз склалася, треба мати на увазі, що на початку 21 століття активно заявили про відновлення своїх імперських амбіцій Російська Федерація і Туреччина. І безумовно, що в цьому конфлікті військовому, який начебто завершився, відігравали дуже значну роль, якщо не провідну, дві країни – Туреччина і Російська Федерація. Як там будуть розвиватися події надалі, ми подивимось. Але безумовно, що основний принцип дотримання суверенітету і територіальної цілісності в таких умовах полягає в наступному. Це аксіома. Дипломатія тоді успішна, коли свою справу зробить військо. Але ще раз підкреслюю, з огляду на те, що Україна, будучи тривалий час колонією царської Росії, а потім і радянської, і зараз лише стає на ноги, вона перш за все повинна опікуватися питанням зміцнення уже створеної антипутінської міжнародної коаліції, це по-перше, а по-друге, потужними кроками посилювати свою обороноздатність і безпеку. Ті ресурси, які є в Україні, вони дозволяють це зробити, а при умові, що нарешті все-таки знято ембарго на продаж Україні зброї і летальної, і іншої, це дає можливості до оснащення, до озброєння відповідно до натівських стандартів наших Збройних сил. І головне – підготувати особовий склад цих Збройних сил і громадянське суспільство до можливості в майбутньому реалізації відновлення суверенітету і територіальної цілісності також і з використанням можливостей Збройних сил України. Але на даному етапі, з огляду на нерівність сил, на те, що агресор, він член Ради безпеки ООН, і всілякі рішення в цій Раді, як ви знаєте, можуть бути заблоковані голосом одного члена цієї Ради безпеки ООН, нам непросто. Я вважаю, що на сьогодні Україна повинна консолідуватись, об'єднатись, не дивлячись ні на які проблеми, тому що поряд із зовнішньою загрозою реальною є і внутрішні загрози колаборантських сил і тих, будемо так сказати, сепаратистських елементів, які працюють не на Україну, не на її міцність, а навпаки мають на меті повернути її в сферу впливу Росії і перетворити Україну в федеральний округ Російської Федерации. Сегодня появилось такое информационное сообщение, что план Украины по достижению мира на Донбассе взяли за основу на заседании политической подгруппы трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Что это означает? На моє переконання, буквально 2 минутки у нас. На моє переконання, те, що останнім часом Україна активізувалася в цьому напрямку, це добре. Ініціативи повинні бути, і ми повинні турбувати ворога в цьому відношенні, і не тільки ворога, а ми повинні турбувати і наших партнерів, щоб вони займали більш жорстку позицію стосовно Російської Федерації. Але поки що це розмови, поки що це тільки прожекти, і ті плани, які
зараз опрацьовує українська сторона в трьохсторонньої контактної групи, на жаль, навряд чи вони можуть бути вирішені в той період, який визначено в них, тому що ми бачимо, як останнім часом Російська Федерація фактично заблокувала цілу низку питань, які пов'язані із реалізацією мінських домовленостей і домовленостей в нормандському форматі. Тому треба нам очікувати поряд із зміцненням своєї обороноздатності і єдності і нарешті інаугурації президента Сполучених Штатів Америки з тим, щоб не тільки мати двопартійну підтримку Конгресу Сполучених Штатів Америки, але і мати підтримку давнього друга України Джона Байдена. Дуже дякуємо. Василь Богдан був з нами на прямому зв'язку. Эксперт с питань национальной безпеки. Ну а мы действительно переходим к Соединенным Штатам Америки. Там 7 ноября американские СМИ написали, что 77-летний кандидат Демократической партии Джозеф Байден избран 46-м президентом Соединенных Штатов. В то время Дональд Трамп заявил, что выиграл президентские выборы в США, набрав 71 миллионов законных голосов, что является рекордом для действующего президента. Он также заявил, что будет обжаловать победу Байдена в суде. Байден призвал нацию объединиться и забыть о былой вражде и начать залечивать раны. Америка звернулася до нас і дала нам мандат керуватися силами науки і надії і вести битву нашого часу. Битву з вірусом і системним расизмом, битву за порятунок нашої планети і захист демократії. Ми повинні дати всім у цій країні шанс на справедливість. Илья Пономарев с нами, экс-депутат Госдумы РФ. Пане Илья, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Победа Джозефа Байдена на президентских выборах в США – это плюс или минус для Украины? Очень сложный вопрос. Плюс-минус, на самом деле. Давайте раскроем. Крестик диагональный. Что это значит? Ну, смотрите, во-первых, победы еще пока нет. То есть ожидание победы, есть предположение, что он победил, но пока это еще на данный момент не зафиксировано, и, как мы знаем, действующий президент этого не признает, собирается спорить. Пока еще никаких судов на эту тему нет, потому что нет официального факта, с чем, соответственно, судиться. Поэтому на данный момент мы говорим про предположение, хотя, конечно, я считаю, что там на 80% Байден победил. Теперь что это будет означать? Мы понимаем, что Байден к Украине относится хорошо, а Трамп к Украине относится, ну, в лучшем случае, никак. Но, тем не менее, если мы посмотрим на ту политику, которая проходила при Байдене, а, собственно, именно он проводил политику Соединенных Штатов времен Обамы в отношении Украины, и сравним это с политикой, которая проходила в отношении Украины при Трампе, то мы увидим, что при Трампе все было, ну, гораздо более в нашу пользу. Были и поставки летальных вооружений, были очень жесткие санкции. Под конец его срока началась борьба против Северного потока-2. То есть, на самом деле, Америка делала гораздо больше, чем она делала при Обаме, несмотря на то, что Обама делал всякие громкие заявления. Поэтому сейчас это очень много будет зависеть уже от нас, от украинской стороны, от украинской дипломатии. Сможет ли она использовать вот этот благожелательный настрой, который действительно есть у Байдена, трансформировать это в какие-то реальные действия. Пока это большой вопросительный знак. Ну вот действительно, Байден неоднократно указывал на то, что важнейшим приоритетом во внешней политике для него будет помощь Украине в сопротивлении российской агрессии. Как может проявляться эта помощь со стороны Джозефа Байдена? Вот вы отметили Трампа, который предоставлял там джавелины Украине, ввел санкции против компаний, которые причастны к Северному потоку-2. Что из этого, возможно, больше может сделать Джозеф Байден? Ну, я уверен абсолютно, к сожалению, что давление по линии Северного потока-2 при Байдене резко снизится, потому что для Байдена, конечно, приоритетом будут восстановление отношений с Европой,
А Европа очень негативно относилась к этим санкциям, потому что называла все время это вмешательство в их внутренние дела, но особенно, естественно, Германия. И это действительно в некотором смысле вмешательство в внутренние дела, и какое бы благо это ни было направлено, и какими бы хорошими намерениями не было промотивировано, Германия относится к этому негативно, и, скорее всего, Байден не будет форсировать это направление. Это, что называется, медицинский факт. Поставки вооружений и так далее, скорее всего, они будут продолжены, потому что Обама на это не мог решиться, как на факт, поскольку это уже произошло, то я не думаю, что это будет каким-то образом сворачиваться. Это наверняка будет продолжаться. А вот будет или нет какое-то вмешательство, участие в Минском процессе, в нормандском формате, будет ли что-то активизироваться по Будапештской линии, но это полностью зависит от Украины, от ее позиции в большей степени, во всяком случае, чем от американцев. Но ведь с другой стороны, мы понимаем, что более таким эффективным ответом и вот реакции Джозефа Байдена в вопросе давления на Российскую Федерацию могло быть внедрение вот этих санкций, которые, кстати, еще Конгресс принял в 2017 году, если не ошибаюсь, в отношении ближайших людей из окружения Владимира Путина. Это персональные санкции, которые тогда еще назвали драконовскими. Это триллионы долларов, но вот эти санкции блокировала администрация Дональда Трампа. Как вы думаете, все-таки вот этот закон будет имплементирован? Смотрите, когда это принималось при Трампе, именно что это принимал Конгресс, который вмешивался в не свои конституционные полномочия, потому что это вся внешняя политика по американской конституции, это полномочия президента. И несмотря на это, Конгресс, в общем, их преодолевал, потому что это было прежде всего частью внутренней политической борьбы в самих Соединенных Штатах. Поэтому они были в этом заинтересованы. Они это делали не для того, чтобы принять конкретные санкции, а для того, чтобы побольнее уязвить Трампа, которого называли русским агентом и так далее. Сейчас эта мотивация исчезла, поэтому сейчас это все будет в руках самого Байдена, который будет принимать решения о том, что делать, а чего не делать. А дедушка-то, в общем-то, старенький, и он никогда не отличался каким-то особенно таким бойцовским характером. Поэтому я думаю, что ожидать что-то радикальное нам вряд ли приходится. Будет очень много очень красивых речей, я считаю, неправильных речей, очень хороших слов, как те, которые Байден говорил, например, в Верховной Раде, когда он выступал, приезжал в Киев. Этого всего будет еще в тройном или четверном размере. А вот будут ли какие-то шаги, для этого их надо готовить и класть ему на стол. И вот это как раз поэтому работа нашего МИДа и нашего президента. Вот еще какой вопрос. Как мы понимаем, Джозеф Байден не любит коррупцию. А у нас в стране, как вы знаете, с коррупцией, мягко сказать, беда. И вместе с этим вот этот скандал вокруг решения Конституционного суда Украины. Как вот в этом вопросе администрация Джозефа Байдена будет выстраивать отношения с украинской администрацией? Традиционно вот этот слой украинской политики, которых кто-то называет «соросятами», что совершенно, конечно, неадекватное слово, но, так скажем, прозападные либералы, это будет наиболее точное, обозначение. И прежде всего те, кто занимались борьбой с коррупцией, они ориентированы именно на демократическую партию Соединенных Штатов. В этом смысле победа Байдена для них, конечно, это дополнительное подспорье, подпорка, и американцы будут им дополнительно помогать. И НАБУ на это ориентировано, «Нафтогаз» Украины на это ориентирован, целый ряд депутатов на это ориентирован, «Укроборонпром» на это ориентирован, да, и для них это, в общем, безусловный плюс. Но опять вопрос поддержка, так скажем, моральная на уровне разговоров или конкретные действия. Вот я очень надеюсь, что мы солидарными усилиями все вместе все-таки сможем раскачать американцев не на только чувство глубокой озабоченности или всемирной поддержки, но еще и на какие-то конкретные шаги. Но это реально в наших руках. Ожидать о том, что американцы сами будут на кого-то давить, сами совершать какие-то яркие действия, я думаю, что это иллюзия. Этого не будет.
Дуже дякую вам, Чох Саголнас. Спасибо. Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы РФ, был с нами на прямой связи. Ну, я вынуждена с вами попрощаться. Но оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом. Буквально через 5 минут продолжает эфир программа «Прайм». Не пропустите. Коршкенч.